На карте указывается дата, подпись лица, кто получал, производил дактилоскопию, и на кого именно. То есть свидетель у нас говорит, что, допустим, это в нашем случае показания это Алимкулов и Исламов Жасурбек. Имеются ли они в базе данных Адис Папилон? Раз они утверждают, что у них брали отпечатки пальцев, значит, они, естественно, должны быть Адис Папилон. Это следствием не установлено было, почему, не знаю. Теперь ваше ходатайство. Истребовать эту информацию с базы Адис Папилон, так и называется она, Адис большими буквами, Папилон. Так, кто-то на Айдарханова кто показывал? На Айдарханова показывал Алимкулов, потерпевший, потом Исламов Жасурбек. Вот они двое показывали, что он отбирал у них отпечатки. Хотя в одном случае один говорит, в черной форме был, подтверждает, военный был Жасурбек, а тот говорит, в гражданской форме, светло-коричневой форме. И все в один и тот же день, именно 8 января. Да, и задержанные там в дактокарте расписываются, кстати, когда я по долгу службы своей знаю. Так, сторона защиты поддерживается? Да, поддерживаем. Суд, вот в части, внесены ли они были в базу, потерпевшие, как могут? Пусть подождите чуть-чуть, коридор, не уходите так. Если их не внесли в базу, как они могут, они, вот адвокат сказал, будет видно там дату, кто вносил, там, и так далее, фамилии, там, статус они описывают, а если они не были внесены? Ну, они значит, но они как могут отвечать за действия этого же свидетеля или отдела криминалистики? Подождите меня, дослушайте. Потерпевшие же не сами себя в эту базу вносят, правильно? Они потерпевшие сами себя не вносят, это криминалисты вносят. Но я же еще не досказала, что вы перебиваете. Вот они собрали у них эти дактилоскопии, потом они вносят уже как на следующий день никогда. Но если остальные не были внесены, кто-то был внесен, как они за это могут отвечать? Я не понимаю просто связи здесь. Позиция ваша. Отказать? Поддерживают? Остальные? Да, отказать. Уже считаю, нет необходимости. Так мы видели, согласно показаниям. Он даже не в тот день именно забили в базу, ввели в базу. То есть мы сейчас, даже если запросим оттуда сведения, он даст не тот день, который у них отпечатку брали, а последующие дни. Я вот конкретно задал, может на следующий, но он говорит на следующий, потом еще уточняет, был бардак, может быть последующим. Мы дату не определим, во-первых. Во-вторых, Айдарханов, он не сотрудник, не криминалист, он базу доступа не имеет. Это железно, что забивали именно криминалисты, может сам Артур только один забивал. И там Айдарханова точно не увидим. Тем более, наши потерпевшие показывают, что не Айдарханов брал, а он помогал, возле ходил. Это разные вещи. И он не имеет доступа к этой базе. К этой базе имеет только доступ непосредственно криминалисты. Свечем прошу отказать. Құрметті сот, менің айта кетейін деп тұрғаным, бұл жерде базаға қашан енгізді, кім енгізді деген сұрақты көтеріп отырғанымыз жоқ біз. Яғни, бұны ақ қағазға саусақ ізін ала салмайды, құрметті сот. Бұл жерде арнайы саусақ іздерін алу кестесі болады. Установленный әрбір саусақтың номері, жаңа мизик, үлкен бас бармақ, балық, бәрі саусақтардың атымен тұрады. Соған и ол жерде жаңа саусақ ізін алынып жатқан адамның аты жөні, тегі, туған күн ай жылы, тұратын жері барлығы түгел жазылады. Ол жарайды, уақытты басқа күнде енгізілгеніне қарамастан саусақ ізін алу барысында жаңа дақта картаны Алимкулов толтырды ма, толтырған жоқ па?
почерк сәйкес келе ма келмейді соның өзін анықтауға болады құрметті сот бұл жерде. Бұл біз ол қашан енгізілді, бір айдан кейін енгізілді ме, 5 айдан кейін енгізілді ме, ол сұрақ бізді мазалап тұрған жоқ. Саусақ ізін алу кестесінің астында қойылатын күні бар, оның уақытысы тұрады бәрібір. Сол үшін алу қажет деп есептеймін, құрметті сот. Құрметті сот, еще разрешите. Это свидетель сказал, что эти дактокарты были отсканированы и внесены в базу. Кроме этого, сейчас у нас очень много сомнений появились. Прокурор свое говорит, мы свое говорим. Чтобы устранить эти сомнения, я думаю, что это надо поддержать. Так, по ходатайству адвоката Мухаммед об истребовании данных с базы Адис Патеон, суд совещательно вместе постановил в удовлетворении данного ходатайства отказать. Суд считает, что данные сведения нет необходимости. По материалам дела суд даст оценку, что был ли Адарханов или нет. Так, все тогда, на этом мы завершим. Да. Уважаемый суд, мы поняли, что сейчас уже заканчивается судебное следствие, и хотели бы заявить ходатайство о том, что во время судебного следствия было исследованы все доказательства, которые подготовило обвинение, и мы считаем, что обвинение по части 1 статьи 46 неправильно переквалифицировано. Считаем, что в действиях подсудимых имеется состав преступления пункт 1 и 2, 1 и 3 части 2 и части 3 статьи 146 УК РК. С этим мы считаем, что необходимо решить вопрос о предъявлении нового обвинения путем, наверное, составления нового обвинительного акта. Также мы считаем, что... Какой состав есть? Вы письменно написали, да? Да, я сейчас отправлю. Просто хорошо. даже не знали, что мы сегодня что закончим. Также у нас имеет сейчас... я уже отправляла, по-моему, в начале декабря ходатайство о том, что в отношении допрошенных свидетелей врачей она уже принята через судебный кабинет. В отношении свидетелей Стадникова и Абжанова мы считаем, что есть состав уголовного правонарушения по статье, части 2 статьи 320 УК РК. В суде было достоверно установлено, что свидетели Стадников и Абжанов были вызваны в СПА по устному приказу, наверное, Тутубаева для оказания медицинской помощи задержанным в СПА. Однако никаких медицинских инструментов, средств для оказания первой медицинской помощи ими не было. Более того, лица, которые нуждались в срочной медицинской помощи. Ну вы это изложили уже? Да, я изложила. Я просто его же не оглашала, я поэтому оглашаю. Это второе ходатайство. И третье ходатайство. Также мы считаем, что допрошенный свидетель Салтанат Азербек, начальник управления внутренних и внешних коммуникаций, имеется состав уголовного правонарушения по 274 части 4 распространение заведомо ложной информации, создающая опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняем законным интересам общества или государства лицом с использованием своего служебного положения, с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций, онлайн-платформ в условиях чрезвычайного положения и в боевой обстановке или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий. Все квалифицирующие признаки здесь налицо. Действительно, она в суде признала, что она не проверяла информацию, которую дали 4 задержанных, в том числе и Викрам Лизакунов. Более того, именно вот это видео, которое было распространено со стороны МВД и ЧС, является самым главным доказательством по данному делу, и по нему видно, что именно при даче интервью
Ризакунов и другие задержанные спрашивают, какую информацию подавать, которую вы нам сказали, либо на самом деле, это очевидно, ясно видно. И именно данный видеоролик явилось того, что массовые пытки, которые были в поселке Кошманбек, явились основанием для рассмотрения данных массовых пыток именно в комитете ООН. И только благодаря, будем говорить прямо, данному ролику и интервью, и опознанию киргизского Жасмена данное уголовное дело было возбуждено. И через 2 года и 8 месяцев оно дошло до суда. Если бы данные массовые пытки не рассматривались неоднократно в комитете ООН и государству Казахстан не были заданы не очень вопросы со стороны именно международных организаций, уголовное дело сегодня не дошло бы до суда. Поэтому я считаю, что в этом в первую очередь виновата Салтанат Азербек, которая, не проверив информацию, отправила своему руководству о том, что были задержаны террористы, лица, которые за деньги выполняли определенную работу. И надо признать то, что данное видео явилось, как сказать, очень, чтобы не обидеть, наверное, ну, если честно, просто простым языком сказать, это было в адрес Казахстана большим позором, можно так сказать. Да. Поэтому мы считаем, что лица, которые допустили данную недостоверную информацию и распространили ее в соцсетях, должны быть привлечены к ответственности. Все, мне 2 ходатайства, как необходимо. Если есть письменно, сейчас, если есть письменно. Суд мы хотели отправить в судебный кабинет, вообще Да. Да. Она у нас готова, мы Нет. отправим. Если помните, тогда суд предлагал, что материал дела была тоже распечатан с подписью. Да, она мне готова, просто мы думали, сегодня еще свидетели будут. Хорошо. Отправим сегодня. Сейчас мы дадим задание помочь. Материалы дела и показания потерпевших судеб дают основания нам делать вывод о том, что свидетель допросного судьи, который дал показания в том числе в ходе следствия Нарыбаев Алмаз, замдиректора ИП Алмаз, и подсудимого Хамитова Нурсултана необходимо привлечь к уголовной ответственности по статье 128 «Торговля людьми», а именно вербовка, с целью трудовой эксплуатации по части 2 статьи 128, поскольку это была вербовка была совершена в отношении 2 и более лиц. И к тому же все задержанные на тот момент граждане Узбекистана, которые дали об этом показания, они находились в зависимом положении, в неволе, вне связи с внешним миром. Это в международной практике называется положение инкоммуникадо. И они для того, чтобы просто освободиться, они могли на это согласиться. Состав формальный именно вербовки, он считается оконченным с момента получения согласия лица. И по показаниям Исламова Жасурбека, это есть материалы дела, часть задержанных отказалась, лично он сам отказался, но были также задержаны, которые согласились на то, чтобы на предложение Алмаза Нарыбаева о работе. Его сопровождал по показаниям потерпевших Нурсултан Хамитов внутрь здания СПА, когда он делал им это предложение, а именно вербовку, по нашему мнению. Наше ходатайство привлечь к уголовной ответственности по статье 128 части 2. Мы тоже отправим через судебный кабинет. Либо я распечатаю, либо принесу, если нам видно. Есть ходатайство, уважаемый суд. Хотел бы вернуться к депонированию показаний Купова, которое проведено было в Кунжи в Следственном суде. Это было в конце апреля текущего года. Там в ходе его допроса
На вопрос стороны защиты Показания чьи депоненты? Якупова. На вопросы стороны защиты, давал ли он подписку о неразглашении недопустимости разглашения данных досудебного расследования, он объяснил, что да, эти моменты ему были разъяснены и неоднократно. Он давал подписку, был предупрежден об уголовной ответственности. При этом в этом же депонировании Якупов пояснил, что прокурор какого-либо разрешения о придании гласности досудебного расследования не давал. Там же присутствующий прокурор в Следственном суде на следующий день он объяснил тем, что эти данные были проверены и оставил это на рассмотрение того суда. Суд на следующий день отказал в рассмотрении с разъяснением о том, что сторона защиты имеет право обратиться с таким же ходатайством во время главного судебного разбирательства. И я, пользуюсь этим правом, хотел бы предоставить это ходатайство о внесении частного постановления в отношении Якупова по статье 423 за разглашение данных досудебного расследования. Также в этом депонировании Якупов подтвердил, что принял участие в программе YouTube-канала Ельмедиа от 15 апреля текущего года под названием «Новые подробности пыток». Главный полицай Назарбаева нас вели на расстрел, где он дал интервью. В этом интервью он разгласил данные досудебного расследования, а именно полностью публично огласил свои показания, данные в ходе досудебного расследования. Поэтому, уважаемый суд, пользуясь своими правами, прошу вынести частное постановление о совершенном Якуповым правонарушении, статьей 423 Уголовного кодекса. Письменно направлю также. Уважаемый суд, Все, да? аналогичное ходатайство по срокам уведомления об окончании досудебного расследования мы получили и с 15 июля начали знакомиться с материалами уголовного дела. То есть уголовная стадия окончания досудебного расследования заканчивает подписанием протокола об ознакомлении. 17 июля на канале, опять-таки, Ельмедиа в прямом эфире на американском видеохостинге YouTube выложен ролик под названием «Дело по захвату аэропорта без изменений. Садисты на свободе, а жертвы под угрозой». Уважаемый суд, с 9 минуты 38 секунды по 21 минуту 11 секунду видеоролика за спиной ведущего на экране в качестве фона используется изображение моего подзащитного, залитого в красный цвет. Выступление Якупова и его адвоката Жигалена, который не только разглашает данные досудебного расследования, но и фактически утверждает об обстоятельствах дела, по которым не принято окончательное процессуальное решение и судебный акт не вступил в законную силу. Статья с материалами уголовного дела еще была не окончена, дело не было передано в прокуратуру. Данные досудебного расследования не подлежат разглашению, это установлено статьей 201 УПК РК, и мой коллега сейчас подтвердил, что в ходе депонирования, естественно, Якуповым не были получены разрешения для разглашения. Данное видео не только провокационное, но еще я считаю, что это попытка оказать давление на общество, органы досудебного расследования, по которым все-таки должно быть принято процессуальное решение. И в этой части я также прошу суд вынести частное постановление в адрес прокурора по статье 423, это разглашение данных досудебного производства или производства. Все письменно также предоставлю, в кабинет вообще ничего не заливается. Уважаемый суд, я бы хотел тоже дополнить, вот коллега сейчас высказывал по Якупову 423. Кроме YouTube-канала Ельмедиа, Якупов давал интервью и разглашал данные досудебного расследования вместе с своим представителем, потерпевшим Шурманбаевой. Это зафиксировано как в газете «Республика», также и на этом же YouTube-канале, где они разглашают данные досудебного расследования. Тем более, ладно, если бы Якупова понять, он юридически может неграмотный, но представитель Шурманбаева, являясь юрисконсультом, должна знать положение статьи 201 УПК, так и
не предпринимать мер по разглашению данных досудебного расследования. Прошу также рассмотреть вопрос о внесении частного постановления в отношении представителей потерпевших Шурмангаева. Все? Да. Так, подсудимые, встаньте все, пожалуйста. Вышел дом. После ваших допросов поступили ряд исковых заявлений. Со всеми из них, наверное, ознакомлены, да? Вот. В ходе допроса у нас вопрос вашего отношения по гражданскому иску остался без внимания, поэтому суд хотел бы дополнительно выяснить в части поданных вам требований гражданского характера о взыскании суммы. Ознакомлены же, да, все с иском? Да, знакомлены. Которые предъявили к вам в солидарном порядке взыскания. Так, пожалуйста, по порядку. По иску. Туркманбаев, признаете иск? Нет. Полностью, частично? Хамитов. Все, пожалуйста, по одному. Не согласен полностью. Полностью не согласен. Вы? Не согласен полностью. Так, вы? Полностью не согласен. Вы? Вот так, если... Так, в связи с чем? Не признаем, наши люди нет. Какой же ответ? Данные потерпевшие, они в ходе предварительного расследования, во-первых, не опознали нас, во-вторых, у нас, я этих лиц в спецприемнике не видел, как солидарно. Полностью я не признаю вину, я отказываюсь. Такая же, да, позиция у всех остальных? По насчет мотивировки по гражданскому. Все хорошо, расскажите. Вот, дождемся сейчас. Уважаемый суд, а можно вопрос? Кому? Мы хотели бы, чтобы не было мы же уже подходим к прению. Я в прениях хотела бы провести анализ уголовных дел по Казахстану, по январским событиям. И в связи с этим я хотела бы у вас уточнить, те данные факты вообще-то общеизвестны, и по закону они не подлежат доказыванию в данном процессе. Приговора все вступили в законную силу, было широкое освещение в средствах массовой информации. Чтобы завтра в прениях не возникли претензии со стороны подсудимых, я могу ссылаться сразу на них в прениях, либо мне нужно сделать отдельное ходатайство и предоставить, приобщить ее к материалам дела. Просто у нас, мы же члены коалиции против пыток, и мы ведем анализ, участвуем по таким делам для практики. Они все открыты. Верховный суд, Генеральная прокуратура постоянно докладывает по таким делам, потому что раз Казахстан ратифицировал конвенцию о пыток, он несет ежегодно доклад в комитете ООН, а также делает альтернативный доклад все неправительственные организации, которые занимаются вопросами пыток. Это все в открытом доступе. В УПК написано, что общеизвестные факты не подлежат доказыванию в уголовном процессе. Я могу в прениях ссылаться на эти дела. Коротко, ясно так, практику. Суд, как выступать в прениях по закону, ваше право, но это ваша речь должна быть связана непосредственно с рассматриваемым нами уголовным делом. В качестве примера вскользь можно сказать, но на этот суд, если вы, значит, будете выходить за пределы нашего разбирательства, суд может вас вправе остановить. Документы какие угодно можете приобщить. Документы, если желаете, можете приобщить. Если имеете отношение к гражданам. Все понятно? Статьи на это... Ну, суд же разъяснил же, это очевидные вещи, вы покажете. Так, Шурбек, встаньте, пожалуйста. Пока вас не было, суд выяснил мнение других подсудимых. Вот в ходе судебного разбирательства, после вашего допроса, в том числе, поступили гражданские иски о взыскании вас с нескольких потерпевших в солидарном порядке суммы гражданского иска. В курсе, да? В курсе же, да? Ознакомились? Вот этот иск вы признаете или не признаете? Полностью, частично? По каким основаниям?
бірдебір консолидат келісім толықтайды. Жақсы болады. Уважаемый суд, разрешите, коли было в зале уже озвучено вот 3 ходатайства, и решение по ним суд будет принимать в совещательной комнате, я бы хотела, чтобы суд перед тем, как это разрешать, услышал мнение защиты. Разрешите? Вот, касательно привлечения врачей, не оказания медицинской помощи. Мы все помним пояснение Турпанбаева, который сказал, что вызвал для освидетельствования в ходатайстве звучит для оказания медицинской помощи. После проведенного освидетельствования врачи составили список лиц, которых он рекомендовал дообследовать. Лиц, которых по материалам уголовного дела, лиц, которым требуется какая-либо вообще медицинская помощь, не установлена. И в этой части я прошу все-таки отказать. Касательно привлечения, касательно вынесения частного постановления в отношении Салтаната Азербек распространения заведомо ложной информации. Ну, вроде мы все в одном зале сидим, и все эти показания и документы видим и слышим. Салтанат Азербек была направлена рожь для снятия ролика. Документами и всеми материалами доказано, что материал был снят и направлен в МВД, где ее запись, эта выемка производилась из МВД, где, каким образом, какими средствами массовой информации Салтанат распространила. Разве что она могла со своего телефона скинуть, а еще вот после этого употреблять такие громкие слова «позор Казахстану», это, я считаю, просто недопустимым, уважаемый суд. И касательно переквалификации по Нарымбаеву Алмасу. Какая торговля, кто кем торговал? Слова работодателя были перефразированы для того, чтобы утверждать о какой-то работорговле. Но, уважаемый суд, во всех ходатайствах я прошу отказать, я даже комментировать это не буду. Я хотел бы дополнить коллегу по переквалификации действий со статьи 146 части 1 на часть 2 и 3, как заявляли. Я не сказали в связи с чем, но я предполагаю, в связи с чем это было высказано, это в связи с наличием телесных повреждений у Якупова и Рузакунова. А в суде мы достоверно установили, что экспертизы в отношении Якупова они проведены с грубейшим нарушением, как и экспертизы, проведенные в отношении 18 потерпевших, по которым даны заведомо ложные заключения эксперта. Хотел бы обратить внимание также, что в ходе допросов потерпевших все они указали, что первоначально они подверглись физическому насилию в поселке Таргап, управления специальных назначений погранслужбы КНБ. И орган следствия, я несколько раз заявлял ходатайство о разграничении действий военнослужащих УСНПС КНБ и сотрудников полиции, находившихся в поселке Кошмамбет. Что сделано не было, но с учетом этого, то, что не установлено, где именно они получили телесные повреждения, в связи с чем орган следствия и прокуратура согласилась, переквалифицировала на часть 1. То есть заявленное требование о переквалификации обратно же и пересоставлении обвинительного акта, я считаю, не обосновано. Спасибо. Разрешите. Также просим уважаемого суда отказать во всех заявленных 4 ходатайствах, в том числе о привлечении Хамитова по уголовному правонарушению в виде торговли людьми, ввиду того, что работодатель в суде дал исчерпывающие показания и опровергающие стороны потерпевших обоснованные якобы требования в части привлечения. Просим отказать по всем позициям. Так, да. По прениям. Готовы? Я хотел попросить время. Я еще не готов. На согласование отправили. Результат ждем. Дело на контроле. Уважаемый суд, а можно вот эту фразу «дело на контроле» это что, попытка оказать давление на суд? Просто вот эта фраза, она вот нас как адвокатов, она уже задевает. Что у нас нет в ВПК дел, которые находятся на контроле.